Ираклий Роинович, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Приветствую вас, вашим зрителям и всем народу Абхазии. Рада вас видеть, слышать. Много лет прошло с тех пор, как мы с вами общались в студии Абхазского телевидения. Да, я очень рад вас видеть. Вот видите, в иных реалиях мы сейчас общаемся с вами на расстоянии по скайпу. И главная тема – это коронавирус. Вы многое знаете о данном вирусе, вы работаете в ковид-госпитале. Очень хочется, чтобы вы поделились со своими абхазскими коллегами, которые столкнулись лицом к лицу с этой бедой, чтобы вы поделились своим опытом. Сейчас вы находитесь на рабочем месте, как я вижу. Да, я сейчас нахожусь на рабочем месте, скоро уже займусь, да, с пациентами с коронавирусной инфекцией. Вы идете за красную зону? Да, да, да. А что там за красной зоной? Как российские врачи борются и какие успехи? Красная зона, естественно, это с пациентами уже тяжелыми формами коронавирусной инфекции, потому что мы как бы научились работать с легкими и средними тяжестью с коронавирусной инфекцией уже в амбулаторных условиях. Поэтому за красной зоне, к сожалению, тяжелые пациенты. Сейчас в России, как и предсказывали вирусологи, эксперты, вторая волна коронавирусной инфекции, она чем-то отличается, мутирует этот вирус? Вторая волна, в принципе, можно сказать, что у нас был маленький промежуток между первой и второй волны, но где-то с конца июля до середины сентября. Но отличается вирус в том, что начались новые формы вируса. Это в основном сейчас протекает с конъюнктивитами, с гастроэнтерологическими проявлениями, так особенно как диарея. И хочу отметить и подчеркнуть, что при второй волне в основном у пожилых людей и в возрасте выше 65 лет начались особенности. Это делирии, это деменции, это в основном тахикардия при нормальной температуре тела, это снижение давления. Вот это хотела подчеркнуть для наших коллег, что у пожилых людей выше 65 лет началась особенности новой коронавирусной инфекции сейчас на данный момент. Вот этот момент хочу подчеркнуть. Если весной этого года российское здравоохранение не было готово к встрече с этим злом, как под названием коронавирус, сейчас уже какой-то опыт имеется. И какие трудности сейчас испытывают российские врачи? Да, первая волна была сложна для всех, для нас, для врачей, для значит, амбулаторных услуг в основном и, естественно, для стационарных, потому что была госпитализация всех пациентов, шла госпитализация всех пациентов, а сейчас мы уже научились, да, это очень краткая промежутка времени, однако мы научились вести больных среднего и легкой форме заболеваний в амбулаторных условиях. Поэтому пошла разгрузка стационаров, и мы сейчас более-менее так встречаемся второй волной подготовительными уже. Мы научились в борьбу против новой коронавирусной инфекции. И тем не менее количество заболевших в России не уменьшается. С чем это связано? Люди не осознают опасность коронавирусной инфекции? Или вот эти правила, предписанные для поведения, соблюдать социальную дистанцию, носить маску или же использовать дезинфицирующие средства, они не так эффективны? Я хочу отметить то, что здесь население более-менее, я очень доволен, как себя ведет население и пациенты, как себя ведут. Они более-менее стараются защитить все эти меры безопасности. То же самое, это дезинфекция, это личная гигиена, значит, вот дистанцию соблюдать и так далее. Более-менее это все здесь соблюдается. Скорее всего, было все-таки вот этот август месяц, в начале сентября люди чуть-чуть расслабились.
Потом и не только я, мои коллеги, мы все связываем это с то, что были открыты границы из Турции, к примеру, да, прилетающие из Турции, каждый второй уже болел с ковид, с новой коронавирусной инфекцией. Ну и еще есть один момент, хочу подчеркнуть, что вот мировое общество и то же самое, у меня есть очень личные такие тесные контакты с клиникой Мейо и так далее, которые борются против этой вирусной инфекции, и там уже начинаются новые сведения о том, что дистанция уже не имеет особое значение, потому что сам вирус, уже ученые подтверждают то, что сам вирус может переноситься даже через 2-3 метра, и он может оставаться в воздухе и так далее. Поэтому, скорее всего, это все связано вот с этими факторами. По поводу симптоматики вы уже рассказали, а вот по поводу схемы лечения вируса что-то поменялось? Схема лечения, естественно, всегда меняется, но я хочу тоже отметить, подчеркнуть, что схема лечения в основном это 3 пункта. Этиотропное лечение, патогеническое лечение, симптоматическое лечение. Это не меняется, это остается, но уже внутри в этих этапах лечения, естественно, каждый раз все меняется. Так что все идет вперед против этого Да, вируса. и еще я хотела бы уточнить, есть ли необходимые препараты в нужном количестве в медицинских учреждениях и бесплатны ли они для тех, кто лечится в стационаре? Да, препаратов достаточно, аппарата ИВЛ достаточно, и, естественно, это все бесплатно. Проходится лечение. Даже в амбулаторных условиях у нас выдаются какие-то необходимые препараты из поликлиники, поэтому препаратов достаточно, дефицита нет, аппаратов ИВЛ дефицита нет, так что готовы. Вот я помню вот эти фотографии ваших врачей, когда они падали от усталости, сутками не спали, правда, совершали геройство, самоотверженно спасали жизнь людей. Сейчас такая же картина? Нет, сейчас не такая картинка, честно сказать, потому что это же, опять же, исходит от того, что мы научились, как работать с коронавирусной инфекцией, как отличать легкая степень, средняя степень и тяжелая степень. Только сейчас идет госпитализация пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией, поэтому вот такие ситуации, что мы падали и так далее, нету. Боремся, и у нас есть сила бороться против этого вируса. Мне нравится ваш настрой. Я надеюсь, что ваши абхазские коллеги вас смотрят и смогут выдержать вот эту самую, как цунами, нахлынувшуюся волну сейчас именно на абхазскую медицину. И у меня еще такой вопрос. Некоторые пациенты жалуются на побочные эффекты от некоторых препаратов. Одна схема для всех или все-таки тут возможен индивидуальный подбор лекарств? Нет, мы, наши коллеги, не только в России, а и за рубежом, мы все говорим всегда о том, что одна схема это невозможно. И нельзя одну схему. Мы против этих гайдлайнов и в бумажном виде шпаргалки, что вот эти препараты принимать. Потому что каждый пациент это отдельный индивид, каждому пациенту нужен отдельный подход. Поэтому вот эта одна схема невозможна. Опять же, я прежде сказал, что есть вот 3 основные пункта лечения. Это этиотропное, это патогеническое, это симптоматическое, а внутри уже чем лечить, какими препаратами и так далее, это все уже зависит от пациентов. Естественно, от возраста, от сопутствующих заболеваний и от много факторов. Вы сами переболели коронавирусной инфекцией весной, мы с вами общались в тот период. Как вы себя сейчас чувствуете? Да, вы правы, я переболел, это было в конце апреля, в начале мая, хорошо себя чувствую, все нормально. Есть какие-то последствия, которые вы ощущаете в организме? Я лично нет, у меня никаких последствий нет, однако я хочу отметить, опять же, для наших коллег в Абхазии, обратить внимание на бессимптомных пациентов, которые на дому лечатся в самоизоляции или не лечатся, просто находятся в самоизоляции.
Я хочу отметить и подчеркнуть, что у меня сейчас наблюдается очень много детишек, обратите внимание, детишек, спортсмены, которые профессионально занимались спортом. Я подчеркиваю, спортсмены из-за того, что они всегда проходили, значит, периодические осмотры врачей, у них все было хорошо, но после перенесенной коронавирусной инфекции, бессимптомной или легком форме, очень много детишек у меня сейчас наблюдаются такие, у которых риск внезапной смерти из-за того, что у них пошла мутация в генах. Да, сам вирус они перенесли хорошо, но у них идет мутация в генах, которые контролируют, так называемые, коллеги меня поймут, удлинение интервала КТ на электрокардиограмме. Поэтому мой совет будет: те детишки, которые переносят бессимптомно или в легком форме, обязательно контролировать в течение полугода кардиограмму хотя бы в месяц 2 раза и контролировать вот этот интервал. Это будет мой большой совет. Учитывая, что вы являетесь детским кардиологом, помимо терапевта-кардиолога и функционалиста, я думаю, что коллеги ваши прислушаются к вашим советам, у вас большой опыт. И еще у меня такой вопрос по поводу антител. Спорная информация. Некоторые говорят, что антитела на всю жизнь, а в последнее время все более и чаще звучит информация, что на несколько месяцев. Так все-таки антитела сохраняются и на какой срок? Ну, смотрите, наши ученые российские, то, что говорят, и не только российские, и зарубежья, значит, пока еще об этом говорить сложновато, потому что прошло очень малый срок, это год, пока ни о чем не говорит. Но если мы будем учитывать те штаммы, которые были до этого, это MERS, SARS-1 и так далее, при этих случаях, как обычно, сохранялся год или максимум 2 антитела. Поэтому ученые думают, что так и будет при этом штамме тоже. Ну, пока еще рано об этом говорить, но, скорее всего, так и будет. Год, максимум 2. А то, что касается повторное заболевание, да, вот вирусом, тоже актуальный вопрос. Всегда задают этот вопрос: повторно можно ли заболеть. Теоретически возможно заболеть, но пока, опять же, нету таких данных, сведения, что о повторной заболеваемости. Есть единичные случаи, но опять же, эти единичные случаи, как ученые говорят нам и нам известно, это первый случай, не диагностирован правильно. Так, даже возьмем обычное вирусное заболевание, ну там ветрянка, да, и ветрянкой можно заболеть повторно. Поэтому, так как это вирус, все-таки ничего не исключено. Это обнадеживающая информация. И еще один миф или правда. Вы курите, Ираклий Ройнович? Еще раз вопрос. Вы курите сигареты? Сигареты я не курю, но курю кальян. Я по поводу сигарет спрашиваю, потому как некоторые курильщики часто говорят, что у них уже никотин есть в легких и некая защита от вируса. Среди ваших пациентов есть люди, которые курят сигареты? Но это однозначно миф, потому что никакого связи между курением и коронавирусной инфекцией нет. То, что делает коронавирусная инфекция, то, что в основном делает, это называется цитокинный шторм. Исходя с этого, потом наши коллеги поймут, значит, и чтобы для населения было понятно, это называется иммунный шторм. И никакого связи между никотином и нашего вируса нету. Значит, из-за того, что наш вирус вызывает иммунный шторм, потом развивается респираторный дистресс-синдром, от которых становится летальный исход. Поэтому это однозначно миф. И еще здесь хочу подчеркнуть один такой маленький момент, что для населения в основном, а врачи, я думаю, что это все знают, для населения, что ни в коем случае не поднимать искусственный иммунитет при подтвержденных коронавирусных инфекциях. Ни в коем случае. Если есть подтвержденная коронавирусная инфекция, ни в коем случае иммуномодуляторов принимать нельзя. И так повышен иммунитет, и так идет в организме иммунный шторм, от которого потом идет всякие осложнения, от которых становятся летальные исходы. Вот это хотел бы подчеркнуть. Да, кстати, я хотела бы продолжить эту тему по поводу других препаратов
такие как антибиотики. Некоторые люди, которые находятся на самоизоляции, занимаются самолечением, иногда идут в аптеки и скупают все лекарства, или могут спрашивать у соседей или тех, кто, или просто посмотреть в интернете схему ВОЗ, какие препараты выписывают коронавирусным больным, и сами же скупают, а потом сами назначают и пьют такие лекарства. Это вредно? Это вредно, это ни в коем случае нельзя. Потом уже приходится бороться уже с тяжелыми формами с коронавирусной инфекцией. Потому что вирусная пневмония, это как обычно, не только отдельно протекает. Естественно, там присоединяется бактериальная пневмония. Мы называем вирусобактериальную пневмонию, при котором уже необходимости есть назначить антибактериальную терапию, антибиотики. Но выбор антибиотика – это инициатива и прерогатива врача, и ни в коем случае назначить нельзя. То же самое это входит в патогеническое лечение коронавирусной инфекции. Этот этап патогеническое лечение, патогенический подход. Однако выбор антибиотика – это, естественно, прерогатива врача. А чача может быть профилактирующим средством? Ну, я в этом не соглашусь, но чача можно выпить всегда. Утром натощак 50 грамм вредно или все-таки полезно для дезинфекции? Нет, такой дезинфекции внутренних органов по чаче не существует. И завершая нашу с вами беседу, я не хочу задерживать и отнимать у вас много времени. Что вы посоветуете своим абхазским коллегам, потому что сейчас они находятся на передовой, сейчас у них очень сложная ситуация, потому что первый раз они сталкиваются с такой сложной проблемой, учитывая не самые лучшие возможности нашей медицины. Тут о самоотверженности врачей только можно и говорить, и хвалить, потому что они на самом деле денно и ночно спасают наших граждан от этого тяжелого заболевания. Действительно, у них сейчас очень тяжелые времена. Я хочу им пожелать терпения. У меня есть очень тесные контакты с нашими врачами. Мы меняемся информацией. И я знаю, какая у них ситуация на данный момент, какая в общем ситуация. Поэтому им терпение. Терпение не только от этого вируса, а терпение от наших пациентов, которые с ситуацией, состояние которых тоже можно понять, исходя такой пандемической ситуации. Я хочу сказать, что Минздраву хочу обратить мое внимание, чтобы гинекологов переподготовить по коронавирусной инфекции, потому что были несколько случаев беременных, как ввести, были разногласия у врачей, у терапевтов, у гинекологов, поэтому мой маленький совет будет, чтобы вот этому обратить внимание. И, кстати, ко мне вышел мэр города Сухум, Эш Бабесик Федорович, и идет сейчас рассматривается предложение, может быть, на месяц меня тоже перекомандируют в Абхазию. Поэтому сейчас рассматривается этот вопрос, чем смогу, естественно, помогу. Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела вас спросить, если вы понадобитесь, вы поддержите нас, приедете в Абхазию, чтобы помочь нашим врачам, но вы уже ответили. Даже не обсуждается. Спасибо большое за интервью, спасибо и удачи вам в вашем нелегком труде, Ираклий. Я услышала очень много полезного из нашего интервью. Будьте здоровы. Спасибо, да, терпение и никакой страх нельзя. Надо научиться жить с этим вирусом. И все. Спасибо.